И меня тогда, помнится, как сейчас выражаются, прикололо, задело при обсуждении на Башкирском форуме. Вот насколько стереотипы из учебников, пусть даже хороших учебников, но они неправильно объясняют довольно сложную, очень сложную башкирскую историческую действительность, и это получает такой комический несколько эффект, понимаете? То есть, например, там был вопрос, а почему башкиры вообще восставали? И одна очень известная апай, действительно заслуженный очень человек, но, естественно, воспитанный на советских учебниках, других-то не было. Да и нынешние ничем не лучше, они часто хуже. Она говорит, ну, потому что мочи не было по-другому терпеть, вот их вот довели, вот бедных, и так далее. Понимаете? То есть она экстраполирует обычное объяснение, почему возникали крестьянские войны, восстания, что вот потому что усилился крепостнический гнет, усложнялись социально-экономические отношения и так далее, так далее. Вот. На самом деле у башкир положение статусно-ролевое было намного выше, чем у крестьян обычно. У них близко такого не было, что вот все, край, им сил больше нет терпеть и так далее. Но они понимают, что если они не будут восставать, вот тогда они действительно когда-нибудь окажутся в таком положении, которое придется жить, постоянно кого-то терпеть. Потому что тогда все население делилось только на два, по сути, больших класса. Или ты пашешь и платишь, или ты воюешь. Вот. Башкиры предпочитали оставаться именно в той части, в том сословии, которое умело воевать и отстаивать свои права, вот, с оружием в руках. То есть они были политическим субъектом определенным. И на этом основывалась их жизнь. То есть они, конечно, не были чисто военным сословием, поскольку они были, естественно, тоже трудящимися. Они были полукочевниками, знатными скотоводами, пчеловодами и так далее. Но все это основывалось на чем? На вотчинном праве на землю. Пока у них есть вотчина, они в определенной степени автономны в своих действиях. И, грубо говоря, этот голод, переселение, крепостничество им не грозят. И как только они видели какое-то ущемление своих прав, они заранее выступали против него. Не обязательно сразу восстание. Восстание, понятно, это крайний случай уже, потому что это тяжелая война. Вот. Бывали более мелкие набеги, там по-всякому договаривались с местными хозяйствующими субъектами. Всякое бывало. Даже у Степана Злобина это описано, хоть в художественной форме, но там было по-разному. Но больше, конечно, дипломатией, судебными делами, вот этими посланиями властям. Когда уж дипломатия не помогала, вот тогда доходило уже до крайности, до восстаний. Причем, как правило, по крайней мере, частично хорошо спланированные, организованные, которые подавить было очень трудно. А иногда они заканчивались, что достаточно редко, победой восставших. Как в случае, например, с восстанием Алдара Исикеева, Кусюма Тюликеева, как принято их называть, 1705-11 годов, в результате которого до 1722 года Башкирия просто выпала из юридического пространства России, и был еще вопрос, а стоит ли ее туда возвращать. Вот. И у самих башкир, и у Москвы. Потом опять пришли к консенсусу, так что, когда мы празднуем добровольное присоединение Башкирии к России, можно праздновать не только условную, очень, на самом деле, легендарную дату 1557 года, которая на самом деле не существовала. У нас это присоединение на полвека растянулось. Хотя оно было добровольным, но это отдельный разговор. Но и 1722 год вполне конкретная дата, когда они заново принесли присягу российскому императору, уже не просто царю, вот, а российскому императору Петру Первому, выиграв первоначально войну, по сути. Потому что 6 полков царя Петра были, по сути, потерпели поражение. Из них 2 полка. Был попросту один уничтожен, другой разбит. И башкиры подходили под самую Казань. И вели еще переговоры о том, отдавать или не отдавать то население, которое ушло вместе с ними с Казани. Часть отдали. Причем эта часть исчислялась почти десяткам тысяч человек. То есть они были настолько сильным политическим субъектом, что могли сами, именно как единое политическое тело, распоряжаться судьбами целых пластов населения сами по себе. И говорить при этом, что это от того, что они были бедные, несчастные, забитые, у них выхода не было. Это у крепостных крестьян, это не у всех выхода действительно не было, и поэтому их бунт был бессмысленным, беспощадным. Почему? А у них не было не только прав, но и понятия о правах, за которые следует бороться. Они просто появиться неоткуда. Поэтому во время Пугачевщины такая интересная вещь получилась. Там вот было 3 основных составляющих силы, основных. Так-то
очень много народу поднялось. Но 3 основные — это казаки яицкие, это башкиры, и это крестьянство. Прежде всего русское, ну, в целом такое многонациональное крестьянство. Чаще всего крепостное русское. Да? Я еще не выделяю заводчан, тогда это отдельный разговор вообще. И у всех у них были свои интересы, на самом деле. Это были союзники, по сути, попутчики. Поэтому поведение совершенно разное. И именно поэтому почему-то русской культуре, а культура была дворянской, запомнилась больше всего не 3-я стадия движения. Там было 3 стадии. Одно — это осада Оренбурга, другая — это часть в основном Башкирии, весь Урал. И 3-я — это когда Пугачев ушел с Поволжья, и когда взяли Казань, и потом выгнали из Казани, это все в течение 1 дня, кстати, произошло, и они пошли дальше. Так им запомнилось не первые 2 части, когда воевали в основном казаки и башкиры, то есть действительно боеспособная часть, которые, конечно, не могли одолеть регулярную армию, но заставляли ее воевать реально. Как тот же Салават Юлаев, который вцепился в отряд Михельсона и не давал ему догнать Пугачева. Как стая волков цепляется в громадного лося и не дает ему уйти. Вот, он их раскидывает, идет дальше, они опять наседают. И результат был, Пугачев успел прорваться к Казани, успел выйти на оперативный простор. Так вот мы о чем? О том, что при этом почему-то запомнилось в русской культуре не эти первые 2 боевые такие части Пугачевщины, а 3-я, когда он вырвался на простор, когда битв не было вообще. Поскольку маленький отряд Михельсона среди громадных толп восставшего крестьянства шел как масло, как нож сквозь масло. Но этот период запомнил почему? Потому что он был самым ужасным. Почему? А потому что страшны были не битвы, а восставшие крестьяне везде. Вот там, в отличие от Башкирии, было много помещиков. Там они могли лютовать, сколько им в душу влезет, потому что там не было казачества, там не было башкир, которые как-то мобилизуют всех остальных и заставляют держаться всех вместе. Там среди помещиков бывали типы вроде боярина Троекурова, описанного у Пушкина. Да? И вот там крестьяне достаточно было башкиру или казаку подъехать значит, к властному управлению, прибить писаря или приказчика, или, короче, местное начальство, ликвидировать, как все, сразу вся система вертикали рассыпалась, и наружу вырывались все старые обиды, и весьма необыкновенными способами надо. Это перепуганное дворянство запомнило навсегда. То есть вот тот террор, которому они подверглись от любимых крестьян, именно тогда. Вот они тогда на всю жизнь запомнили. Это была страшная пугачевщина, а вовсе не своей боевой мощью. Потому что боевая мощь, она хоть и была, конечно, но на самом деле регулярно, наверное, с ней справилась, и справилась бы в любом случае. Даже казаки и башкиры все-таки сами по себе, это вот как если бы у нас восстали бы одни десантники против всех. Их подавили бы очень быстро, на самом деле. Это все-таки спецчасти, они легкие. Они для этого предназначены, на самом деле. Но они воевали, и они своего все-таки добились. А крестьянство не добилось ничего. Оно добилось того, что началась настоящая диктатура дворянства, очень жесткая. Потому что Екатерина убедила, что другой силы в государстве, которая держит государство, нет. Потому что казаки оказались ненадежны, башкиры ненадежны. Ну, как бы часть тоже как бы почти приравняли к казакам, потом поняли, что это примерно одно и то же. Служилое сословие, кроме дворянства, ненадежно. Надежно дворянство. И с тех пор началась диктатура дворянства, вот расцвет золотой век Екатерины, когда они могли все. Вот. А крестьянство ничего, потому что они, видно, даже ничего не могли. Они, кстати, действительно искренне, многие из них верили в царя Петра. Искренне. Потому что они просто им в голову не могло прийти, что кто-то может назваться царем. Это как? Понимаете? У них очень такое сакральное мышление. Башкирам это прийти в голову не то, что могло, а им, в общем-то, все равно было. Настоящий царь, не настоящий, какая разница? Это претендент на русский престол, который выполнит наши чаяния, удержит наше место в империи, освободит нас от несправедливости, от нарушений, которые творятся, от нарушений закона. Вот. Казаки, они не только что не верили, они прекрасно знали, их верхушка прекрасно знала, кто такой Пугачев, что это самозванец. Все это они прекрасно знали. Вот. То есть поведение у них было на самом деле очень разное. И таким образом мы видим, что вот такие плоские схемы о невыносимом гнете, они на самом деле очень картонные, они бьются с действительностью, можно сказать. История намного сложнее, чем нам кажется. И знаете, мне кажется, в этом ее особый смысл, особый интерес. Она поэтому интересна.